Содержание крупного рогатого скота – дело нелегкое и затратное. Например, в селах Ленского района далеко не все подворья имеют корову или поросят. А вот городское фермерское хозяйство «Ленские зори» отказываться от буренок не собирается. О надоях, о телах и о том, как перезимовал скот, смотрите в репортаже нашей коллеги Елены Парыгиной. Вообще-то процесс дойки в крестьянском хозяйстве «Ленские зори» автоматизированы, даже первотелки знают железные пальцы аппарата. Для нашей съемочной группы было сделано исключение. В прошлом месяце у Беляны появился малыш, бычок Февраль, и сейчас ее выдаивают 3 раза в день. У бессменной доярки Нелли Черных беспокойная пора. Еще 4 коровы, что называется, в запуске, и скоро детский сад хозяйства ждет пополнения. Свиней для себя в частных подворьях давно держать не стали. Невыгодно. Глава хозяйства Ирина Горлова, имея огромный опыт, это подтверждает. Свиней выгодно держать. Во-первых, ничего не выкидывается, ничего не выбрасывается, так как мы же ростим все-таки картофель, капусту ростим, да, вот это лист весь уходит, все, что-то портится, что-то этому, все идет на корм. Невыгодно свиней держать, когда ты дома там держишь 2-3, да, правильно, закупить комбикорм все это не оправдывает. А когда ты держишь хозяйство, получаешь опорос, получаешь поросят еще продаем. Поэтому нет, коровы, да, убыточно, я вам скажу. А уходящая зима для всех питомцев Ирины Горловой была сытой, как никогда. В прошлом году многие ленские овощеводы пострадали от бесхозных табунов. И сладкие корнеплоды нестандартного вида пришлось скармливать животным. Сено заготовили мы сами в достаточном количестве и на продажу. А вот картофель, капуста, морковь, свекла из-за потравы лошадей урожай как таковой товарный не получился, а в основном получился кормовой. Каждая копейка в хозяйстве дорога. Субсидии на урожай сократили с 42 до 19 тысяч рублей, а цены на ГСМ, электроэнергию и перевозку возросли. Ожидаемые деньги на крупного рогатого скота под 10 тысяч за голову пустят на запчасти к тракторам. Все нюансы рынка отражаются на цене, и, например, мясо с 250 рублей за килограмм уже подскочило до 400. Радует, что потребителей у хозяйства меньше не становится. Продукция «Ленских зорь» у ленчан в цене.